Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. В Якутске прошел третий чемпионат мира по масс-рестлингу. За звание лучшего в этом виде спорта боролись представители 40 стран мира. В чемпионате участвовали не только спортсмены, тренеры, а также спортивные специалисты, эксперты из разных стран. Сегодня гость нашей студии, председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, президент Национального объединения спортивных юристов России, доктор юридических наук Сергей Алексеев. Сергей Викторович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. В Якутии уверены, что масс-рестлинг обязательно станет олимпийским видом спорта, даже называются конкретные сроки. Это или 2028 год, или до 2036 года. Вот, кроме спортивной подготовленности, вопросов, какова здесь доля юридическая? Масс-рестлинг на сегодняшний день уже развит на 5 континентах мира, свыше 40 стран. По своей, так сказать, привлекательности, коммерческой привлекательности стороны зрителей, это респектабельный, динамично развивающий вид спорта, поэтому по всем критериям он уже подпадает под требования и Олимпийской хартии, и других документов МОК, для того, чтобы стать полноправным членом олимпийской семьи. Для этого требуется двухшаговая процедура. Во-первых, необходимо, чтобы МОК признал и сделал членом своим Международную федерацию масс-рестлинга, и вторым этапом это уже признание отдельных дисциплин или в целом вида спорта и включение в олимпийскую программу. Это делается на сессии МОК. А каким образом это выстраивается? У нас есть пример корейского тэквондо, которому понадобилось 30 лет, чтобы попасть в программу Олимпийских игр. А у масс-рестлинга планы более такие глобальные, и срок 10 лет даже. Это очень мало, на самом деле, для вида спорта. С учетом той процедуры, которая предпослана олимпийским правом, предполагается как в среднем где-то 3 года на то, чтобы Международная федерация стала членом МОК, и порядка 4 лет, поскольку сессия должна этот вид поставить в программу. Как правило, это делается на 1-2 олимпийских игр для эксперимента, а потом уже включается в постоянную программу. Это 4 года, то есть где-то 7 лет, и возможно, что масс-рестлинг станет олимпийским видом спорта. А как вы можете охарактеризовать состояние спортивного права в России и в мире? Потому что к мировому спортивному праву есть вопросы в связи с последними историями, которые были связаны с российскими спортсменами. С точки зрения научной школы и образовательной, Россия №1 в мире по спортивному праву. Вы видите комплекс книг, по которым учатся во всех городах России, стран СНГ. Это и спортивное право самого нашего государства, это и международное спортивное право, олимпийское право, по каким процедурам в том числе проводить Олимпийские игры и включать в программу Олимпийских игр масс-рестлинг. Это и спортивно-трудовые отношения в физкультуре и спорте, это и футбольное право, конечно же, это бизнес, спортивный маркетинг, менеджмент. Вот этот комплекс, такой куст отраслей и такой куст научных направлений, он развит и родился в России, поэтому мы этим гордимся. Что касается на деле, то, конечно же, это мягкое право, много пробелов, много противоречий, и очень жаль, что в отношении России последние годы правила создаются во время игры и только применительно к России. Поэтому много нарушений, идет информационная гибридная война против России в сфере спорта, поэтому нужно активизировать позицию, более сделать ее наступательной, с учетом того, что во многих вопросах, в частности, Россия не №1 по допингу в мире. Тем не менее, вот эти все фильмы, нападения только идут против России. Поэтому нужно активизировать работу спортивных юристов. Каким образом должна выстраиваться вот эта борьба в рамках международного спортивного права? Существует несколько юрисдикционных инстанций, это в частности Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне, который рассматривает эти споры, но зачастую, поскольку этот суд все-таки создан самим МОК, и когда речь идет о процессах против МОК, то часто суд находится под козырьком и выносится решение тенденциозно в пользу МОК. Поэтому здесь должны работать вышестоящие структуры. Это и Европейский суд по правам человека, это Организация Объединенных Наций, где нужно создавать профильную комиссию, до сих пор нет комиссии по спорту. Это и ЮНЕСКО, это Международная организация труда ОБСЕ, то есть чтобы и ВАДА, которая принимает зачастую произвольные, карательные и необоснованные решения против российских спортсменов, и Международный олимпийский комитет, мы знаем, что сейчас паралимпийцы до сих пор дисквалифицированы российские, легкая атлетика сейчас не может под государственным флагом выступать на соревнованиях, вопреки международным конвенциям. Поэтому нужно усиливать роль международных организаций правительственных в регулировании и контроле за соблюдение прав спортсменов в мировом спорте. Вы как раз затронули тему федераций. А какие проблемы сегодня испытывают
Спортивной Федерации России, какие вопросы требуют совершенствования? Функция любой федерации спортивной – это охранять прежде всего права спортсменов, потому что главный субъект – это не Олимпийский комитет, это не государство, это отдельный каждый спортсмен-олимпиец прежде всего. И его право на участие в Олимпийских играх, право быть защищенным от дискриминации, что делают в отношении наших спортсменов, от вмешательства политики, от имущественных нарушений, моральных нарушений, то есть деловая репутация, невиновные спортсмены. Поэтому основная функция федерации – это защищать права спортсменов, когда они попадают в беду, они отворачиваются от них, а иногда и подставлять. Не все федерации это понимают, поэтому задача Ассоциации юристов, Общественного совета Минспорта России, который я сегодня представляю, это подстегнуть федерации, функционеров спортивных бороться за честь и права наших спортсменов. Вот вы говорите подстегнуть, а как конкретно их можно подстегнуть? Все-таки какие задачи решает Ассоциация юристов России, комиссия по спортивному праву, которую вы возглавляете? Это, конечно же, общественный контроль за деятельностью и федерации, и самого министерства, региональных министерств, чтобы каждая структура управленческая выполняла свои функции. Это, конечно, законотворческая, нормотворческая деятельность. У нас в комиссию входят выдающиеся российские спортсмены. И Алена Маратовна Кабаева, и Ирина Роднина, и Вячеслав Фетисов, Ольга Брусникина, которые живут по этим законам и знают, как их составлять. В то же время в нашу комиссию входят ведущие юристы страны. И министр юстиции Александр Владимирович Коновалов, и Павел Владимирович Крашенинников. Много региональных у нас специалистов. Поэтому мы как раз являемся центральной инстанцией по созданию и экспертизе законов в области физической культуры и спорта. Многие якутяне до сих пор помнят историю с якутским лыжником Никитой Крюковым, которого перед зимней Олимпиадой в Пхенчхане сначала отстранили, но через спортивный суд в Лозанне он как раз-таки смог отменить эту дисквалификацию. Какие еще, может быть, наиболее яркие примеры вы можете привести по защите прав российских спортсменов, пострадавших от действий международных спортивных организаций? Да, проблема с коллективной ответственностью, потому что большая часть спортсменов, недопущенных до Олимпийских игр в Пхенчхане, они не нарушали антидопинговых правил, но стали жертвой этой репрессии, этих карательных санкций. И поэтому в Лозанне основной суд, он был выигран, когда на основании подозрений, что якобы царапины, пробирки, все в закрытую проводилось без участия наших представителей, доказательств было недостаточно, и 28 спортсменов наших оправдали. Но 11 спортсменов только частично с них сняли вину, оставили дисквалификацию на Пхенчхан и лишили медалей на основании только подозрений Сочи 2014. И один из них это как раз Алексей Воевода, мой коллега, которому я помогал, мы составляли документы, была конкретная подделанная подпись на протокол допинг-пробы. Пробы сдавались по скриншотам в другие дни, то есть безапелляционные документы, что обвинение сфальсифицировано со стороны комиссии МОК. Мы представили адвокатам Шейнбергом туда, в Лозанну, которые представляли интересы Алексея Воеводы в том числе. Но как потом выяснилось, что эти документы в процессе не были представлены, и Воевода был дисквалифицирован. Поэтому нужно готовить своих спортивных юристов. Для этого наша школа и создана в России. И считаю, что и в Якутии, и в Государственном университете, и в физкультурных вузах нужно развивать именно спортивное право, готовить, чтобы не только даже юристы, но и каждый спортсмен не как слепой котенок не знал, когда его нападают, нарушают, а знал, в какие органы обращаться с апелляцией, с протестами. И тренеры знали свои права, и спортивные функционеры. Только тогда мы сможем сделать российский спорт конкурентоспособным, и только тогда мы сможем вывести масс-рестлинг в олимпийскую программу. Смотрите, возникает тогда такой вопрос. Вы ранее говорили о том, что есть вышестоящие органы над спортивным арбитражным судом в Лозанне, тот же Европейский суд по правам человека, но практика показывает, что Европейский суд может годами рассматривать различные дела, а мы, насколько знаем, век спортсмена он достаточно короткий. Что все-таки делать? Не терять же время, бегая по судам, по заседаниям? Дело в том, что лучшие процессы это до суда не доводить. Если функционер увидит активную наступательную позицию со стороны российских спортивных властей, российских спортивных юристов, потому что в большей части этих процессов закон на нашей стороне, тогда просто будут нас уважать, будут с нами здороваться. Но у нас же как происходит? Политика ослика и морковки. То есть Международная федерация легкой атлетики нас, так сказать, кормит обещаниями, что вы все выполните, и мы вас вернем, в
легкую атлетику. Мы все это делаем, этой морковкой нас манят, но укусить-то ее не дают, выдвигают новые требования. Это как в животном мире. Если жертва не сопротивляется, то ее начинают добивать. Поэтому нужно активизировать наступательную юридическую позицию по всем вопросам, как в любой коммерческой фирме. Есть юридический отдел, и все дела этот отдел разбирает. Независимо, выигрышный, невыигрышный. Все нужно разбирать и все нужно обжаловать. Тогда будут с нами считаться, будут здороваться, будут уважать. И олимпийские медали даже сейчас приходится очень часто завоевывать в судах, а не на спортивной площадке. Касательно наступательной позиции, спортивных юристов в России хватает? К сожалению, это штучный товар, и сейчас нужно именно готовить международных спортивных юристов со знанием швейцарского законодательства, международного спортивного права, с хорошим знанием языка, потому что мы уважаем любых адвокатов и швейцарских, но мы не знаем, какой хвост за этими фирмами и так далее. Вот именно добросовестно и с точки зрения патриотизма и защиты прав наших спортсменов могут работать только наши спортивные юристы и адвокаты. Поэтому нужно их готовить, в том числе и в вашем прекрасном, одном из самых спортивных регионов нашей страны. Ну и давайте завершим на мажорной ноте ваши впечатления от Якутии и от масс-рестлинга как вида спорта. Ну, Якутия, знаете, говорят, рая нет, но есть его уголки. Вот как раз Якутия, на мой взгляд, это райский уголок. И с точки зрения гостеприимства, да и вообще в целом, вот я попал в государственную реальную систему, где вот работает как часы механизм именно государственного управления, в том числе и в спорте. Масс-рестлинг – это новый, динамично развивающийся, респектабельный и очень перспективный, на мой взгляд, вид спорта. Очень простые правила, понятно, для зрителя, для граждан. Очень он, значит, функциональный очень вид спорта. И я считаю, с точки зрения олимпийской программы, с учетом тех требований, которые выдвигает МОК, это один из основных претендентов наряду с самбо. И хочу сказать, что единственный пока вид спорта, рожденный в России, это художественная гимнастика, входит в олимпийскую программу. Так что у нас еще потенциал очень большой. И пожелать и Международной федерации, и вашему региону, как основателю, родоначальнику этого вида спорта, успехов в целом в реализации, значит, поставленным президентом задачи к 2024 году вовлечь свыше 55% в спорт населения нашей страны. Сергей Викторович, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию, ответили на наши вопросы.